Здравствуйте, в эфире Якутия-24, новости экономики. В студии Евгений Боженко. Президент Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект, который направлен на совершенствование контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции. Документ предусматривает упрощенный порядок привлечения к дисциплинарной ответственности муниципальных и государственных служащих, а также сотрудников госкомпаний и государственных внебюджетных фондов, если признается факт совершения ими коррупционного преступления. При этом предусматривается срок давности для привлечения к ответственности не позднее 3 лет со дня совершения правонарушения. Дальний Восток вошел в тройку наиболее привлекательных для россиян федеральных округов страны с точки зрения потенциала социально-экономического развития. Об этом сообщила директор по исследованиям ВЦИОМ Елена Михайлова. По ее словам, за последние годы удалось решить задачу по формированию позитивного имиджа Дальнего Востока. Первую строчку в рейтинге занял Центральный округ, на втором месте Крым и Юг России. Исследования были проведены в марте, опрошено 1600 респондентов из 45 регионов России. К оптоволоконным линиям связи на сегодня в республике подключены 96 населенных пунктов, в которых проживает 69% населения региона. Об этом рассказал министр связи Якутии Александр Борисов. Также он рассказал, что мобильной связью 4G охвачено 60,4% населения республики, 3G – 76,6%. Во всех остальных населенных пунктах для доступа в интернет используется спутниковая сеть. Сейчас ведется работа по двум направлениям. Цитата. «Первая через компании «Восток Телеком» и Japan Satellite. Используя японский спутник, мы работаем на территории Якутии. Также начинаем сотрудничать с федеральным предприятием «Космическая связь» на смешанных диапазонах», заявил министр. Золотодобывающее предприятие «Нерингметаллик» входит в состав международной золотодобывающей компании «Нордголд», планирует в 2018 году направить на реализацию инвестиционной программы в Южной Якутии около 2 миллиардов рублей. Основная часть инвестиций будет направлена на поддержание и развитие производства. В 2017 году «Нерингметаллик» приступила к работе на новом золоторудном месторождении «Темное». Балансовые запасы полезных ископаемых, поставленные на государственный учет, составляют здесь 4 тонны золота. Общие запасы 10 тонн. Золотодобычу на Темном предполагают вести в течение 3 лет. Выручка «Нерингметаллик» в 2017 году достигла более 86 миллионов долларов, а добыча – 2 тонны 84 килограмма аффилированного золота. Федеральное агентство железнодорожного транспорта подтвердило намерение завершить строительство пускового комплекса Томмот Нижний Бестях уже в этом году, 28 декабря, что обеспечит начало пассажирских перевозок. Конкурсный отбор подрядчика должен завершиться 6 апреля. С новым подрядчиком в течение 10 дней будет подписан государственный контракт. В федеральном бюджете на 2018 год на строительство предусмотрены средства в объеме 1 миллиард 951 миллион рублей. Напомним, глава Якутии Егор Борисов на Восточном экономическом форуме в сентябре 2017 года поставил вопрос о необходимости скорейшего завершения строительства пускового комплекса, после чего президент страны Владимир Путин поручил федеральному правительству завершить стройку в 2018 году. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.